мои дорогие. Давид Халшин, добрый день, с вами снова Лила. Так, не хотела снимать, думаю, не буду об этом снимать, потому что все-таки это знают все. Видели, что много раз я делаю, но у меня немножко появилось новых подписчиков. Может быть, им будет интересно. И вообще просто поговорю с вами и покажу, что я делаю сегодня. Так, утром мы ничего такого не делали, я кое-что поели, убрала посуду. Не стала выливать тазик с водой. Я не помыла еще тут полы. Но чистенько пока вроде бы. После обеда, по-моему, не успевала. Если честно, успела бы, но очень много болтала по телефону, то со снохой, то с подругой. И сын мне говорит: мама, сделай нам наш обычный ольгиш и картошку. У нас как раз сметана свежая куплена. Со сметанкой, чтобы картошка, и ольгиш со сметаной. Ольгиш, друзья, кто не знает, это лепешки без ничего, вместо хлеба, на кефирном тесте. Но у меня кефира не было, я их просто сделала на сыворотке. На кефире бы, конечно, было бы вкуснее, немного попышнее. Ну, посмотрим, как они сейчас получится. Тесто лежит недавно, минут буквально 10-15, как я замесила. Долго лежать ему некогда. Мне надо сейчас, хочу быстренько приготовить обед. После обеда поехать купить себе моющие средства. Как раз пришла наша пенсия, и надо купить моющие средства. У меня все закончилось, и порошок, и все. Ну вот такие вот дела. Как у вас дела? Какая погода? У нас погода такая сегодня неважная. Конечно, были такие солнечные, такие приятные дни, а сегодня уже пасмурно. Вчера даже немножечко небольшой дождик был, моросня была. Я думала, будет сильно идти дождь, но просто моросня не превратилась ни в снег, ни в дождь. Немного поморосила и перестала. Но на давление, конечно, оно влияет. Вчера у мамы опять оно подскочило, было 190 к вечеру, но сейчас вроде бы 140, пока не знаю, что будет. Но утром поела хорошенечко она. Все нормально. Вот так вот. Друзья, вы у меня несколько человек спрашивали, получали ли я зарплату с Ютуба. Да, мои хорошие, зарплату я получаю. Я получаю зарплату еще с сентября месяца. Я вам скажу, где-то, по-моему, за месяц, по-моему, да. В течение месяца, после того, как мне подключили монетизацию, первый месяц у меня было $100 зарплаты. Снимать мы можем, если только у нас будет $100. Так что $100 у меня получилось заработать первый месяц. Второй месяц было чуть побольше, третий тоже чуть побольше. Сентябрь $100, октябрь, ноябрь получается чуть больше тоже. В декабре, правда, я получила где-то 200 с чем-то долларов, по-моему, было. Да. Но из-за того, что я не работала, было бы еще больше. За декабрь месяц я практически не работала, потому что у меня умер мой брат, вы знаете, поэтому я не работала. Но все равно получила $200. То ли $208, то ли, ну, где-то такая. В пределах 15-16 тысяч я получила за декабрь. За январь сейчас у меня там идет начисление. Я вам скажу, где-то $110, по-моему, за январь. Но за январь нам очень мало платит YouTube. Буквально там какие-то копейки платит YouTube. Вот так вот, друзья, ответила я на ваш вопрос. Так, что там меня еще спрашивали? Когда я говорила, что сосед там, если там забор, да, у меня там есть забор из сетки, но он просто, лошадь просто подмяла под себя эту сетку, потому что лошадь все-таки высокое животное, ей сетка не препятствие. Заходите, заходите. На обед уже собираются. Так, видите, хоть и на сыворотке, но мои лепешки, мои ольги все-таки пышные получаются, друзья. Так, мой сын уже хочет кушать. Посидишь немножко, пока я закончу.
Так, если кого-то заинтересует, друзья, как я делаю их, у меня на канале есть, можете посмотреть. Ну, я для новеньких говорю. Где вот обычные там написано лепешки, вот все тесто в одно и то же. Ну и так могу сказать, литр кефира, чайная ложка соды, столовая ложка без горькой соли, и все. И замесить муку не замесить муку, говорю, замесить тесто не очень крутое. Видите, вот такое вот тесто. Сколько муки сказать не могу, потому что делается так. Но если посмотрите на канале, то поймете, как делается. Мне многие писали, что именно у меня научились делать эти лепешки. Даже вот русские. И даже наши. Это же не значит, что мы там войнахи, что все умеют делать. Я не говорю, не расхваливаю себя, но вот даже родственница моей дочери старшей сказала, что вот именно посмотрев, как я их делаю, она научилась их делать. А русским тем более удивительно, что это без дрожжей бывает. Намного полезнее. Видите, какая пышная, вкусная лепешечка. Вот такая вот лепешка наша. Вареная картошка, сметана с творогом, сыр домашний или, ну, не домашний, брынза, например. Это очень сочетается. Именно вот с такой лепешкой. И в горячем виде, и в холодном виде. Эта лепешка и в холодном виде очень вкусная. Если вот в холодном виде намазать на него сливочным маслом, это тоже очень бывает вкусно. С молоком, с кефиром. Пробуйте. Будет действительно очень вкусно. Вот смотрите. Такая вот красота. Сейчас я наготовлю, а потом покажу вам готовое. Так, я закончила готовить наш обед. Чай закипел. Сметана с творогом перемешала. Это очень вкусно. Сейчас бабушку позвала. У нас сегодня только трое. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 штук, короче, у меня получилось. Лепешек. Картошечка. И вот видите, вот такие вот пышные, мягкие. Будем обедать. Бабушка ждет, пока я накрою на стол. Так, не убрала аппаратуру свою, буду пельмени делать. Бабушка, привет передай моим подписчикам. Вот, и зарядка тебе будет. Давай сюда, давай на стол. Все, что хочешь. Что бабушка любит, все здесь. Любишь картошку с этим, да? Да, 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 да. Хосхете? Хочешь, а? Табир хосхете? Все хорошо. Все, что я люблю, все на столе. Вот так вот. Приходите в Но гости. одно не хватает. Чего? Черемши, наверное, Черемши да? не хватает. Купим сегодня, купим черемшу. Мама любит, чтобы вот это вот в сметану еще и черемшу накрошить, вот сырую черемшу через мясорубку и туда накрошить. Купим, а закончилось, купим вот к вечеру. Остальное все есть. Все остальное ты все любишь, да? Приходите к нам в гости. Ай, нахчи яхан тебя вот. Суду есть. Есть яхан нахчи. То объешь без хабиз. То объешь есть. Ну, Губа всё. не дура. Ну, у нас мама, конечно. Ладненько, будем обедать. Ай? Фиагра? Зачем сыр менять на сметану? Тогда дурочка буду. Так, друзья, ну мы пообедали. Мой сын не дал мне нормально даже помыть плиту.
Он вчера купил такую кукурузу, из которой делают ну, вот такие вот хлопья. И меня уже с утра, если честно, просит их сделать, а я все отнекиваюсь. Их очень любит и мама моя, и они. Когда-то я часто их делала, но что-то давным-давно не делала. Вот он вчера купил, и хочу сейчас вам показать. Видите, раскалила сковороду, налила чуть-чуть масла и теперь закину кукурузу. Закроем крышкой. И будем ждать теперь, что с ними будет происходить. Вот они будут нагреваться и будут взрываться. И смотрите, как это интересно. Мы часто раньше вот такие вот ну, делали эти хлопья дома. Что-то я давно подзабыла про них. Обычно вечером, когда собирались смотреть фильм, делали вот такие вот хлопья. И всей семьей смотрели фильм. И сейчас сделала, тоже вспомнила, что когда-то, когда я ездила в Москву к своим брату, своему, тоже вот так вот вечером племяшка моя делала эти хлопья для нас, и мы тоже ели и смотрели фильмы разные по телевизору, по телефону, говорю. Вот видите, как интересно они взрываются. Там оставшиеся тоже сейчас выключу, немножечко надо будет покрутить их. Вот видите, продолжаются и остальные вот взрываться. Крышку открыть, они все улетают. Так, ну все. Почти все. Там несколько кукурузинок осталось. Соберу. Так, видите, первую партию я сняла. Вторая уже, видите, на подходе. Домашний попкорн. Очень вкусный. Так что, если у вас есть там продажа кукурузы для попкорна, никакого труда не составляет его сделать дома. Чуть-чуть растительного масла налить. Крышку, под крышкой в сковороде или можно в чугунке. И вот так вот все это происходит. Раньше у меня даже сажали мы эту кукурузу. Была своя кукуруза, но давно ее не сажаем. Вот так вот, друзья. Наш десерт, можно сказать. Так, ну и вот, друзья, видите, уже вторая партия готова. Сейчас я переложу в чашку, чуть-чуть подсолю. И попкорн готов. Видите, друзья, все-таки погода сегодня, как видите, не очень-то пасмурно. Холодно уже. Даже пар идет со рта. Так, мне писали в вчерашнем ролике, что у нас тут рядом нет деревьев. Да, друзья, тут все, кто я тут приехала почти практически на этой улице. Заселилась, получается, первая. Кто приехал попозже, конечно, они понасажали деревьев, но они еще не очень-то высокие. И возле меня нет домов. Сейчас я выйду вам и покажу, что практически возле меня нет домов. А мы сразу посадили. Мы даже еще не въехали. Посадили деревья. Некоторые у нас повысыхали. Да и в этом вот сейчас в этом палисаднике нужно тоже многие удалять деревья. Ну и там у меня, вы видели, я в огороде показывала, у меня есть деревья по периметру. Как я сказала, некоторые высохли. Ой, мои кролики, я вам же не показала, что у нас же и кролики есть. Но они у нас не размножаются уже больше полгода, 4 кролика. Не знаю. Вот этот красивенький, вот он. Маленький, красивенький. Аишка любит сюда прибегать. Холодно все-таки так. Это мои гуси. Друзья, представляете, вчера опять заснула, не отрезала крылья своим курам. Но сегодня надо 100%, чтобы их отрезать, у них крылья, и сюда их перевести. Подрастают мои гуси серые.
Конечно, меня обманули, сказали, что это кубанские гуси. Вряд ли они кубанские, потому что кубанские гуси должны были быть бы большими. Ой, надо одеться. Я опять, хотя и в теплом платье, но уже холодно. Видите, насколько разница? Так, ну вот, друзья, хочу показать вам мою улицу. Кто не видел, писали комментарии вчера. Я повторюсь, что нет деревьев рядом, что я, видимо, в новостройках живу. Да, я живу в новостройках. Ой, одела кофточку, но все равно холодно. Друзья, я в тот раз забыла показать эту кофточку. Эту кофточку мне тоже прислала Галя. Теплая такая, мягкая, прям приятно бывает, когда я ее одеваю. Галя, спасибо. Видишь, как я ее одеваю и ношу. Я ей даже самой отправила, когда мне было утром холодно. Показала, как я ее одела и отправила. Так, сейчас я вам покажу улицу. Так, видите, вот, впереди меня вообще нет домов. Почти, домов 10, наверное. Участков 10 вообще пустует. Так, заканчивается у меня зарядка в аккумуляторе, в телефоне. Вот тут вот тоже вот один дом построен и пустует. Еще не сделали его нормально, внутренней работы. Этот мой сосед еще не въехал. И поэтому тут вот здесь вообще нет деревьев, потому что люди еще не вселились. Вот эти дома тоже не вселенные. Ну, там понасажено немножко деревьев. А так, кто живет, вот видите, вот у них уже все, много деревьев во дворе. Кто живет давно, у них деревья есть, посажены. Вот, потому что новостройка, деревьев, поэтому у меня тут нет, друзья. Когда мы переехали сюда жить, здесь практически никто не жил на этой улице. Вон, где вот машина стоит, еще дальше до этого машины был один дом, а здесь не было домов. Мы жили отдельно, одни, никого не было. Ну, первое время немножко было скучновато, но потом потихонечку начали приезжать вот эти вот родственники, говорю, соседи, и обустраиваться. Ну, как видите, с этой стороны у меня никого нет. Вот так вот, друзья. Ой, девочки и мальчики, я замерзла, руки замерзли. Побежала я домой. Так, руки замерзли, не могу выключить камеру. Ой, на улице все-таки очень холодно. Я прям за эти 5 минут промерзла. И хочу вам заранее показать, сказать, может быть, просто я боюсь, что у вас возникнут вопросы, почему инкубатор я поставила на кухне. Дело в том, что я практически, тем более сейчас, когда есть заказы, из кухни не вылезаю, а инкубацией я не занималась года 4, по-моему. И этот инкубатор, я уже забыла, как я с ним работала, что я с ним делала. И вчера нормально не успела наладить ему температуру. Все-таки 38,1, 38 она у меня стояла, не нормализовалась. И поэтому и сегодня, и вчера, ну, еще несколько дней пусть постоит, потому что ни запаха, ничего от него пока нет, ничего не будет, ничего страшного. Гостей здесь, в этой кухне, я не встречаю обычно. Поэтому решила пока оставить, чтобы был под наблюдением у меня инкубатор, чтобы я смотрела, как вот меняется температура. Вот, к сожалению, у меня оказался, что градусник, который наружный, я положила туда, он показывает неправильно. Надо купить и этот градусник еще. Ну, посмотрим. На свой страх и риск их положила, но вот температура, видите, более-менее наладила. 37,8, 37,7, 37,9, вот уже больше 2 часов вот так вот стоит, пока вроде бы нормально. А там посмотрим. Вот поэтому хотела вам и инкубатор, и сказать об инкубаторе, чтобы у вас не возникли вопросы. Действительно прохладно на улице, не то что прохладно, холодно. Ну и на этом все, друзья. Наверное, сегодня я свой влог закончу. Хоть и ничего такого интересного не показала вам, но вы еще один день побывали со мной. Мама с вами пошутила, как видите, послала сына сейчас за черемшой, чтобы купить ей. Она очень любит, именно как только я сказала, что приготовила на обед картошку с сметаной и творогом, она говорит, да черемша там есть, я говорю, нету. Вот поехал. У нас в селе здесь не продают, ее нужно куда-то ехать, покупать на перекресток, там на Кантышевском перекрестке, наши местные знают. Послала туда за черемшой. Очень она любит черемшу. И вот так вот. Как только мы пообедали,
И сразу говорит, а ну иди включай камеру, покажи, что тут еще много чего есть, пусть приедут, пусть приедут пообедать. Я говорю, ладно, мама, пошутили мы уже с тобой. Пусть, говорит, еще приедут, пусть, говорит, приезжают